Вы смотрите новости на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах этого часа. Продолжается вакцинация детей от коронавируса. Наш корреспондент узнал, в чем различие данной вакцины от взрослой. Глава Якутии провел планерное совещание с руководством регионального правительства. Какие вопросы и поручения были на нем озвучены? К столетию образования Якутской ССР Банк России выпустит памятную 3-рублевую монету из чистого серебра. Газопровод низкого давления повредили на перекрестке улицы Чернышевского и Гастелло в микрорайоне Залог, столицы республики. Во время дорожных работ задели газопровод. Аварийная бригада выехала на место, говорится в сообщении. На улице Чернышевского с 1 ноября идут работы по строительству канализационного коллектора номер 3. Это связано с расширением дороги с 3 до 4 полос. Вопрос с безнадзорными собаками остро стоит во всей республике. Аймиконский район не является исключением. Продолжение темы в следующем сюжете. Еще прошлой весной на одном из своих заседаний депутаты поселка Уснера говорили об острой нехватке помещения для содержания безнадзорных собак. Время прошло, дело не сдвинулось. Мы вновь побывали в администрации поселка и вновь задали те же вопросы. В теплое время года мы в бюджете, конечно, предусмотрели финансовые средства в размере 2 миллионов на переоборудование из бесхозного строения для животных. Специалистам администрации постоянно, ежедневно проводится мониторинг. Ну а так вообще ситуацию по поселку по бездомным собак держим на контроле. А тем временем безнадзорных собак становится все больше. Если верить проводимому администрацией поселка мониторингу, сейчас в райцентре 40 бродяжек. Они живут пока небольшими стаями, но впереди весна. Очень много, очень-очень много. И бывает, что на детей кидаются собаки, бывает такое. Вечерами по плохо освещенным улицам ходить просто опасно. Младших школьников родители вынуждены провожать и встречать у порога школы. Я как районный депутат, ко мне обращаются наши жители поселка Уснера с жалобой о том, что они боятся ходить по поселку, дети ходят, боятся, потому что очень много большие собаки ходят по поселку и ничего с ними сделать нельзя. Нет у нас ни пункта передержки. На те деньги, которые выделяют федеральные деньги для поселка, чтобы что-то сделать, чипировать, в принципе, это не решает проблему нашу. Здесь надо посмотреть выше, сделать изменения в федеральном законе, чтобы как-то на местном уровне мы могли сами определять, что с этими животными делать. С огорчением констатируем факт. Собачий вопрос в Уснере не решается. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. Глава Якутии Айсан Николаев сегодня, 31 января, в режиме видеоконференц-связи провел планерное совещание с руководством регионального правительства, в ходе которого озвучил ряд поручений по вопросам реализации национальных проектов, участия регионов в федеральных государственных программах и стабилизации эпидемиологической обстановки. Айсан Николаев подробно остановился на реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и государственной программы по комплексному развитию сельских территорий. По итогам реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» Якутия показывает положительные результаты. Глава озвучил, что на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию Якутии был одобрен заем на строительство котельных и тепловых сетей в 4 селах республики. Кроме того, из федерального бюджета регионам на поддержку поликлиник, работающих по линии ОМС, выделено более 7 миллиардов рублей, из которых республика получит 130 миллионов рублей. Средства направят на поддержку первичного звена здравоохранения. Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки на территории республики зафиксировано 2820 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Якутске выявили 1945 случаев, в Мегино-Кангаласском районе 258, в Мирнинском 122, в Алданском 112. Еще в 21 районе республики зафиксировано от 1 до 58 инфицированных.
В конце прошлого года открылся Центр лучевой диагностики с аппаратом компьютерной томографии. На базе центра прошли обучение рентген-врачи и лаборанты Намского, Чурапчинского и Усть-Алданского районов. Специалисты Центра лучевой диагностики Республиканской больницы номер 2 обучили основам интерпретации КТ-исследований при неотложных состояниях. На семинаре я обучаю ребят основам интерпретации компьютерных томографических исследований именно при ургентных неотложных ситуациях, как надо быстро, правильно проанализировать компьютер-томографические снимки, как только человек поступил, обратился или поступил по скорой больнице, и следующим этапом является, если диагностика КТ, то при таких ситуациях, что в первую очередь надо замечать, что в первую очередь надо говорить врачу, и что в первую очередь описывать, и как все суммарно приведет к правильной тактике дальнейшего лечения. На прошлой неделе в Якутии началась кампания по добровольной вакцинации детей от коронавируса. Какой препарат используют при иммунизации школьников и в чем его отличие от взрослой вакцины, узнаем из следующего материала. Первую детскую вакцину от коронавируса зарегистрировали в стране в конце прошлого года. Состав препарата «Спутник-М» в точности повторяет взрослую вакцину. Главное отличие лишь в том, что дозировка уменьшена в 5 раз. По словам специалистов, во время испытаний иммунитет после вакцинации «Спутник-ММ» сформировался более чем у 93% добровольцев. Первые партии детской вакцины начали поступать в регионы в этом месяце, а на прошлой неделе 720 доз дошли и до Якутии. Во Дворце детства первыми иммунизацию прошли дети медиков, работающих в красной зоне. В настоящий момент все ребятишки, которые были провакцинированы в пятницу вечером, мониторятся, чувствуют себя нормально. Ну и, соответственно, мы ждем всех остальных на вакцинальных участках при согласии соответствующих родителей, для того, чтобы дети тоже могли пройти вакцинацию. «Спутник-М» также состоит из 2 компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день. Легкое недомогание, невысокая температура. Реакция детского организма на вакцину идентична взрослой, как и противопоказания. Вакцина противопоказана, если у ребенка острые заболевания, обострение хронических заболеваний, аллергические реакции и недавно перенесшие острые заболевания. Они к нам приходят осознанно. Ребенок подготовленный и родители. Некоторые даже говорят, что они уже давно ждут. И вот с утра мы начинаем с 9, и в 8:30 тут уже стояли пациенты, ждали. Добровольная вакцинация детей от 12 до 17 лет началась в пятницу. Иммунизацию на сегодняшний день прошли уже более 30 школьников. Вакцинировать своего ребенка может каждый, предварительно записавшись в поликлинике у педиатра. Пункт иммунизации во Дворце детства работает в будние дни с 9 утра до 16 часов. Евгений Тайтонов, Семен Семенов, Якутск. Между тем, в Хангаласском Улусе тоже начали прививать от коронавируса детей. Детская двухкомпонентная вакцина под названием «Гам-Ковид-Вак-М» поступила в количестве 50 штук в районную больницу. Ее могут получить в добровольном порядке из письменного согласия родителей или законных представителей подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Самым первым в Улусе прививку от COVID-19 получил 16-летний Николай Павлов из города Покровска. До этого я еще не болел ковидом, и поэтому я решил обезопасить себя от этой болезни и также своих родственников ближних. В пятницу я получил первый компонент, и у меня, в принципе, самочувствие было хорошее. На следующий день все точно так же, без изменений. Немножко побаливала рука, и все. Сейчас уже у меня все хорошо. А второй компонент когда собираешься? Второй компонент я буду получать 21 февраля. К другим темам. Алена Васильева – молодая мама 2 сыновей. Милана 3 лет и Ваня 6 лет, которых воспитывает одна. Она 2-й год трудится преподавателем по обогащению полезных ископаемых в горно-геологическом техникуме поселка Хандыга. В Тампонский район Алена Анатольевна переехала из Нюрбинского района, где работала инженером-технологом в авиакомпании «Алроса». Наша героиня Алена Васильева в 2014 году получила сразу 2 диплома – горного инженера по специальности обогащения полезных ископаемых и экономика и управление предприятием Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Алена Анатольевна из тех людей, которые ставят цели и достигают их. За год работы на новом месте
Она получила 3-е высшее образование по специальности преподаватель горного дела. Успела съездить на стажировку в Албазинский ГОК Хабаровского края и выпустить своих первых студентов. Так сложилось, что Алена одна воспитывает сыновей и, конечно, устает. Поэтому она старается находить время для себя каждый день 1 час. Это занятия хореографией в танцевальном ансамбле ДК «Манчары», стрельба, настольный теннис, просто уход за собой в салонах красоты или встреча с друзьями, после которых она полная сил и энергии приходит домой. Ведь детям нужна здоровая, веселая и отдохнувшая мама. Мамой быть, я не скажу, что сложно, потому что дети — это на самом деле счастье, они нас развивают. Я стремлюсь к тому, чтобы они меня видели такой, какой бы я хотела видеть себя со стороны. Я знаю то, что они все равно вырастут и улетят от меня, станут взрослыми, и каждый момент я пытаюсь запомнить там и провести ее как-то, чтобы запоминалась, и чтобы в их памяти осталась она как светлое, не знаю, светлое детство, счастливое детство. Родные как могут помогают Алене. В первый год адаптации в Хандугу приезжала мама, а в этом году в техникум поступила племянница, которая правая рука своей тети. Характер у Эджи мягкая, она заботливая и трудолюбивая. Живя с ней, я чувствую, что я тоже меняюсь. Я как бы становлюсь как она. Несмотря ни на какие жизненные трудности, наша героиня, молодая мама и начинающий преподаватель Алена Анатольевна Васильева, благодаря правильному распределению собственного времени, своей большой и дружной семье и, конечно, вере в себя, идет вперед. Идей и планов на будущее много. Один из них – поступить в аспирантуру, в реализации которого с такой мудрой и целеустремленной мамой сомневаться не приходится. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Банк России 1 февраля выпустит в обращение памятную серебряную 3-рублевую монету столетия образования Якутской ССР. Монета диаметром 39 мм будет иметь более 31 грамма чистого серебра 925 пробы. На монете будут изображены мифологические герои якутского национального эпоса Ланхо Нюргун-Баатур и Туяры-Макоо. Изображение фигур героев выполнено на фоне природного парка Ленские столбы и современных архитектурных объектов Якутска. Вверху расположены герб Якутии, силуэты летящих стерхов и надписи «Республика Саха-Якутия», а внизу на фоне национального орнамента 100 лет. Всего будет выпущено 3000 единиц памятной монеты. На этом все. До новых встреч в эфире.